В этом сюжете мы расскажем об изменениях в жилищном законодательстве и нормативных документах по жилищно-коммунальным услугам. Вышло новое постановление номер 265 от 27 июня 2017 года, где прописаны нормативы на употребление горячей и холодной воды, электроэнергии для содержания общедомового имущества. С 1 августа учитываются уже новые нормативы. Население в курсе, что с 1 января в жилищные услуги перешли расходы по коммунальным ресурсам, используемые на содержание общего имущества дома. Хочу сказать, что люди должны понимать, что вот содержание общего имущества дома и нормативы, которые там нам даны, да, для этих расчетов, по воде, по холодной воде, по горячей воде, производится только там, где существует техническая возможность потребления этих ресурсов на содержание. В расчеты входит все общее имущество дома. Это и подъезды, и вот вы знаете, прям так хорошо написано. Единственное, содержание по электроэнергии, там, где мы расчет ведем на содержание общего имущества дома, вот там, если у вас на чердаке и в подвале поставлены лампочки, то и эти площади учитываются в расчет. А в остальных случаях это только у нас лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные помещения охраны. Вот это все включается в расчеты по содержанию общего имущества дома, именно холодная и горячая вода. В России 19 июля вышел новый закон номер 258, в котором прописано, что при наличии общедомового учета расчет производится по нормативам, но с учетом перерасчета по общедомовому прибору учета. Если к общему имуществу дома добавили гаражи, пристрой или видеонаблюдение, которое входит на потребление общедомового имущества, то собрание жильцов может принять расчет на потребление по нормативу и выше. Мы в августе месяце провели перерасчет всему населению города по холодному водоснабжению. Это было сделано в связи с тем, что вышли наконец-то постановления о изменении тарифа, о едином тарифе на электроэнергию для юридических лиц. Мы работаем с населением, но вот в части холодного водоснабжения перерасчет получили все. В течение 2 дней мы все это сделали, как только вышли постановления правительства Российской Федерации. В основном это холодная вода. Некоторые управляющие компании, вернее, некоторые поставщики, по некоторым, так скажем, предприятиям мы еще произвели перерасчет по горячей воде и по отоплению. Списки все эти есть. Люди все увидели уже у себя в расчетах. Также напоминаем, что недавно город присоединился ко всей стране в рамках постановления номер 354 по расчету населения по закрытому месяцу. То есть население должно платить за предыдущий месяц за полученные жилищные и коммунальные услуги. Рекомендуемые числа предоставления показаний приборов учета – это с 20 по 25 число месяца. Ваши показания будут внесены в программу, но расчет по ним будет произведен в последний день месяца при закрытии расчетного периода. Наше население всего города может платить за жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома. Якутская процессинговая компания платежей, это акционерное общество наше, реализовала 3-й вариант приема платежей. Через личный кабинет, через госуслуги можно оплатить все наши услуги. Если ваш УК и ТСЖ работает в биллинге, то вы можете платить за ЖКУ онлайн через личный кабинет госуслуг, вне зависимости, заключал ли ваш УК или ТСЖ договор с ЕПК платежи или нет. Будьте в курсе событий, следите об изменениях в законе вместе с нами.